Это за школьными партами они прилежные ученики, а здесь настоящие артисты, за плечами которых 2 недели кропотливого труда, монтажа и настоящей актерской атмосферы. От огня и золы его кузни исчезнет мое лучезарное сияние. Я не пойду за него замуж, придумала причину девушка. Отказ девушки очень огорчил молодого человека. Темной ночью он взял золотую головешку, которая неделю калилась в его кузне, и отправился к девушке. «Смотри, это Россия» – говорящее название всероссийского конкурса, который проводит Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» в рамках информационно-просветительской деятельности и раскрытия туристического потенциала России. Главная женская роль досталась ученице 11 класса Хади Олеговой. Это она одна из первых подключилась к конкурсу и зарегистрировала свою команду. Мне очень понравилось примерять на себя образ горянки, понравилась атмосфера на протяжении съемок башни, и у меня сложились впечатления, как будто я переместилась в тот самый период времени. 2 недели на подготовку, команда из 5 человек и одна история ингушского сватовства. После подтверждения в конкурсе дети сразу же прописали сценарий, взяв за основу предание о появлении Солнца, Месяца и звезд, которое было написано в 1963 году известным ингушским писателем, фольклористом и профессором Ибрагимом Дахкильговым от одаренной сказательницы. По легенде, знаменитый на всю Ингушетию кузнец посватался к самой красивой девушке горного селения, однако девушка не разделяла чувства молодого горца и отклонила сватовство. Отказ расстроил молодого горца, но увидеться им все же было не суждено. Они превратились в солнце и луну. Легенда гласит, уже много веков солнце не может догнать луну. Конкурс проводится для формирования интереса у школьников к изучению своей малой родины, воспитанию патриотических чувств в молодежной среде. Подтверждает это и Муслим Хучиев, исполнитель главной мужской роли. Я не вижу особого отличия между нами, потому что я такой же целеустремленный, принципиальный, как мой персонаж, которого я сыграл. Как ты думаешь, ты бы смог повторить его поступок, если бы в твоей жизни было подобное? Возможно, да, но это еще неизвестно. Посмотрим, жизнь покажет. Итоги конкурса подведут 14 декабря. Победители получат дипломы и ценные подарки. 3 этапа голосования команда ингушских школьников уже прошла. Впереди остался последний и самый важный – голосование. Отдать свой голос можно на официальном сайте. Для этого нужно подтвердить свой аккаунт через социальную сеть Одноклассники и ВКонтакте, а после уже ждать объявления результатов. Хава Гагиева, Асхат Белакиев, Новости 24.